Сегодня мы пришли на кухню ресторана Pipe, где шеф-повар Рафаэль Казумян готовит макароны с картошкой. Рафаэль, Да. что такое паста патата? Паста патата — это такое деревенское блюдо итальянское, которое готовят в домах, в больших таких котлах. Большой котлах на всю деревню? На всю семью. Ее не делают аль денте, ее делают, доваривают и оставляют, потом оттуда можно взять, немного себе разогреть и поесть там в течение дня. Но нигде в Москве ее нельзя попробовать, потому что никто не осмеливается приготовить просто пасту с картошкой. Почему? Ну, это паста с картошкой, потому что когда я рассказывал другим шеф-поварам, типа, я собираюсь поставить пасту патата у себя в ресторане, где с головой дружишь, парень, ну не понимают ее, не поймут, зачем ты это делаешь. А что это за сало? Это щеки свиные. Мы эти щеки вялим сами из породы мангалица. Делаем из нее гуанчали, потому что у нас нельзя купить гуанчали. Ага. Чем отличается гуанчали от обычного сала? Гуанчали, оно вялится, во-первых, сало засаливается и держится в холоде, а гуанчали вялится. Если видите, у нас здесь на нашем гуанчали идет процесс ферментации. И здесь черный перец, мы ее вялим с черным перцем и фенхелем, засаливаем, а потом уже оставляем вялиться. Нам понадобятся крупные куски гуанчали. И именно на жире от гуанчали мы будем обжаривать и готовить нашу пасту. Основной вкус этой пасты на самом деле это далеко не гуанчали. Это картошка, это черный перец и это пармезан. Как долго нужно жарить? Жарить нужно достаточно, чтобы вытопить жир, чтобы само гуанчали стало карамельного цвета. Иначе у нас останется внутри такое вареное сало. А нам нужно, чтобы оно было все-таки текстурой немного более хрустящей. Как шкварки? Да, фактически как шкварки. Температура горения свиного жира достаточно высокая. После того, как вытопится жир от сала, нам надо будет убрать сковороду с огня и только тогда добавить лук, иначе он моментально сгорит. Лук в нашем случае мы берем белый, сливаем картофель, его тоже нам необходимо будет обжарить. Теперь отправляем лук. Не даем ему сильно приобретать цвет, иначе он даст очень сильный такой оттенок вкуса. И отправляем туда нашу картошку. Картошку тоже предварительно лучше слегка обжарить. И опять-таки черный перец. Начинаем добавлять обычный овощной бульон и оставляем вариться. До готовности или до полуготовности? Она должна дойти до полуготовности. Вы должны, когда трогаете картошку, она должна быть достаточно плотной, чтобы не разваливаться. Потому что в этот момент, когда картошка уже прошла половину пути готовки, надо будет добавлять спагетти. В оригинале там нету сливок. Вот картошка, она в принципе на подходе. То есть мы чувствуем, что она твердая, ее невозможно разломать. И готова к тому, чтобы уже принимать спагетти. Важный момент. Их необходимо ломать, но ломать их необходимо размером, как фаланга пальцев, потому что эту пасту едят ложкой. Длина его должна быть достаточно, чтобы с ложки не сваливалась. Все точно так, как делали в Советском Союзе. Да. Добавляем еще воды. Много солить не нужно или нужно? Как? Ее нужно предварительно подсолить, потому что картошка и паста, когда варится не в соленом бульоне, она потом уже соленой никогда не станет. Такая паста, она варится где-то 10-11 минут. Почему она не должна быть аль денте? Потому что на самом деле картофель, он очень долго держит тепло. Поэтому эту пасту замешивают, когда мы отдаем, она достаточно жидкая получается, соуса достаточно много. И буквально 2-3 минуты впитывает весь этот соус, как ее не оставили аль денте, она все равно доварится, потому что температура там высоко держится. Важно в процессе варки макаронов, когда мы варим эту пасту, сильно не мешать лопаткой, потому что картофель должен остаться в своей форме до того момента, как макароны будут готовы. К тому моменту, когда паста готова, мы начнем это все размешивать аккуратно. Края картошки, которые уже сварены достаточно сильно, они начнут будто обтесываться и отдавать вот такое пюре соусу. Если мы это начнем делать раньше, у нас просто возникнет проблема пригорания этого пюре. Картофель уже разваривается, но держит форму. Поэтому
начинаем его мешать. Замечаете, у картошки она получается немного такой обтесанной, с обтесанными краями. Именно этого эффекта мы добиваемся. Получается такая смесь между пюре, вареная картошка, жареные шкварки, макароны. То есть, мне кажется, это все радости в одном блюде. Пришло время сливок. Сливки я добавляю в самом конце. Добавляем пармезан. Потихоньку начинаем его вмешивать. Добавляем немного оливкового масла обязательно в конце. Для свежего вкуса оливкового масла. Пастик. Получается такая кремовая консистенция. Подается она в глубокой тарелке, Потому что она, в принципе, она такая кремовая, ее обязательно нужно есть ложкой, иначе вы не получите должного удовольствия от этой пасты. Никит, забери, пожалуйста. Класс.